Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Ленского района. В Ленске проводится большая работа по поддержке семей с детьми. Об этом мы рассказали в нашей прошлой передаче. А сегодня побываем в гостях у молодой приемной семьи Пилипенко. Анастасия Викторовна и Александр Борисович – люди с большим сердцем, очень добрые и энергичные. Желание иметь полную счастливую семью привело к тому, что около 3 лет назад Александр и Анастасия стали приемными родителями. Изначально мы, когда я замуж выходила за Сашу, я предполагала, то есть я ему сразу сказала, что, вероятно, у нас своих детей не будет, то есть так, по проблемам. И готовила к тому, что, скорее всего, возьмем. Но я бы хотела очень детей, всегда хотела. И его готовила к тому, что, наверное, возьмем детей. Не сразу был готов. Мы какое-то время жили, у нас была 2-комнатная квартира. И я ему говорила о том, что, с нами еще папа же живет его. Я говорила, что тяжело будет в 2-комнатной квартире нам жить. И мы решили взять ипотеку. Муж берет ипотеку, мы взяли эту квартиру, прожили здесь год, и уже я начала потихонечку говорить, может быть, уже пришло время. И даже в итоге не знаю, кто кого подтолкнул, потому что когда я поняла, что пришло время, у самой появился страх. А получится ли? Будут ли проблемы какие-то? В общем, появляется страх, муж уже сам меня такой, иди уже в опеку. И все, я пришла в опеку, мы взяли документы, очень быстро прошли медосмотр, школу приемного родителя, мы с психологом беседовали. И все, и я начала в базе данных искать детей. 5-летняя Самира и 4-летний Андрей – родные брат и сестра. В силу возраста легче адаптируются в семье, ставшей им родной. Когда я их в первый раз встретил их, они супруга привезла их на такси, сразу, мне кажется, они так посмотрели на меня, особенно дочка, такой большой дяденька какой-то незнакомый. У нас адаптация была, по большей степени, наверное, месяца 2-3 они держались от меня на стороне. Даже, наверное, дольше. Даже больше, наверное. То есть обходили это. Потом, думаю, наверное, через полгода более-менее уже стал налаживаться какой-то диалог. Потихоньку, в общем. Было трудновато и немножко диковато, что вроде бы живем вместе, как-то пытаешься проявить, а они отстраняются. Жена поддерживала, рассказывала, что дай, пожалуйста, время им, потерпи, привыкнут. Потихонечку так и началось. Начали осознавать, что я их папа. Пришел такой период, что уже действительно я папа, и началось новый период некоторого непослушания. Самира уже более взрослая девочка, она уже адаптировалась и слушается, можно сказать так, и многое понимает. А у нашего маленького больше непослушание сейчас идет такое . Это уже моменты родные такие. Да, это уже осознание того, что они действительно наши, и как у обычных семей. Такое. Адаптация, мне кажется, для меня она прошла нормально. Я не был настолько обижен или еще что такое. Я понимал, что они много пережили, хоть в своем юном возрасте. У мужчин всегда все проще. Да. Женщины эмоциональны, поэтому мне было гораздо сложнее. Я с ними была намного больше времени. Да. У меня еще работа такая. Я по факту очень много работал, часам к 7-8 приходил, поэтому по большей степени я детей узнавал в субботу-воскресенье. И в летний период легче было, потому что там отпуск, дача то же самое, там они больше со мной находились. И поэтому у меня, можно сказать, больший период был адаптации, длиннее. А сейчас все в порядке. Самое главное в период адаптации в семье – терпение приемных родителей. Тяжелый период времени, когда мне было очень тяжело с ребятками, мне подруга сказала, что, пример привела, что это как привитая ветка на лозе. Когда прививаешь ветку, оно болит, оно долго приживается, чревоточит, но постепенно пройдет период, она приживется, она будет родной, эта ветка.
Вот. И это так и происходит на самом деле, потому что болела какое-то время, ну, когда дети рождаются свои, да, ты знаешь своего мужа характер, свой характер, да, и это вот тобой слеплено, да, вот тобой и мужем слеплены, вот. И пусть там какие-то непослушания, моменты воспитательные, но это все равно твое родное, да, и ты знаешь, что это из вас двоих слеплено. А тут порой какие-то моменты, которые ты не знаешь, как реагировать. Поведенчески вот именно. Вот. И тяжело порой принимать. Ну, а я человек по натуре эмоциональный такой, да, и поэтому я очень остро воспринимала все, и мне было тяжеловато. Но максимум вот этот период адаптации, он, год, наверное. Вот через год я уже твердо могла сказать, что все мое приросло родное. Очень важным моментом является адаптация не только детей, но и самих родителей. Это сложный процесс, требующий терпения, и очень важно родителям найти подход к детям. Проблема адаптации, она такая очень серьезная насущная проблема, я думаю, и для многих людей. И самое главное, мне кажется, вот когда люди идут, решаются на такой шаг, да, взять деток, больше проблема стоит адаптация родителей, о чем вообще нигде не озвучивается. То есть я не нашла никакого материала, ни в Ютубе каких-то там видео, то есть об этом не говорится, психолог об этом не говорит. Вот, в основном говорится об адаптации детей. Ну, понятно, что когда детки возрастные уже, да, постарше, у них, конечно, сложнее, там все проходит, у меня тоже был опыт. А маленькие дети-то, они очень быстро вливаются в семью, и вот, я думаю, что месяца, наверное, 4 ушло на них. А с Амирой маленько посложнее было, но потом вообще, то есть, проблем не было. А вот адаптация родителей – это такая тема, которую нужно, поднимать, озвучивать ее, то есть хотя бы как-то и для людей, которые питают такой страх, как дети, сможем ли полюбить, там, да, поведение какие-то, сможем вопросы, когда возникают, на адаптацию, примерно год уходит. Закончим. Вот, и самое главное, важно знать, что это пройдет рано или поздно, и дети станут своими, дети становятся своими в любом случае, то есть приходит любовь. Самое главное, что нужно просто полюбить ребенка. Без любви невозможно что-то дать. Любовь и счастье ребенку дает семья. Это папа, это мама, это я. Вот это наша маленькая машинка такая. Андрей-то? Ой, забыла. Забыла Андрея? Андрей будет возле медведя. 5-летняя Самира и 4-летний Андрей растут в теплой гармоничной обстановке, которую им создали приемные родители, и искренне проявляют любовь к маме и папе. Любовь детей чувствуется, когда они тебя встречают, это ни с чем нельзя описать. Это вот ощущение, когда домой приходишь, и тебя не только супруга встречает, но и когда маленькие дети бегут и радуются, как... И собаки. Да, у меня тут, да. Думаю, если они немножко подрастут, то встречать меня будут они сбивать с ног. Поэтому для меня это самое ценное. Видеть вот после вот этого периода адаптации их улыбки, когда они встречают меня, чувствуется, что уже родные стали. Видя, как растут Самира и Андрей, мы еще раз убедились в важности и необходимости поддержки приемных семей. Не лги на друга твоего, не говори другим того, что зло неправда бывает. На сердце скорби вызывает. Я маленькая овечка, я иду за ним. Узкою тропою. Самира и Андрей, оставшиеся без попечения родителей, в новой приемной семье получают то, чего их лишили когда-то родные им люди – любовь, заботу и семейное счастье. Дети стали родными для Анастасии Викторовны и Александра Борисовича, и мы надеемся на появление новых членов приемной семьи Пилипенко. Знакомьтесь, родные сестра и брат Влада и Егор. Егорка у нас мальчик очень активный, подвижный,
эмоциональный, любит играть с машинками, любит играть с конструктором, собирает, пазлы собирает. Сборка конструктора – любимое занятие Егорки. Он может подолгу сидеть, проявляя фантазию и собирая что-то свое. Влада также проявляет интерес к разному творчеству. С Владой мы знакомы 2-й год. Она у нас ходит во 2-й класс. Девочка очень активная, целеустремленная, ходит на танцы, любит посещать швейную мастерскую. После того, как сделает уроки, обязательно что-нибудь мы берем и делаем руками. Или из бумаги, или из пластилина. Играет с девочками в комнате, они придумывают свои игры. Играют в игры, в которые мы с ними играли. Влада – добрая и открытая девочка. Я Влада, мне исполнилось 9 лет. Я хочу, когда вырасту, стать полицейской. Я люблю рисовать, уроки делать, лепить, танцевать, всяких, как сказать, выступать в всяких концертах и заниматься там на умелочке, там на кружках. Влада и Егор очень привязаны друг к другу и почти все время играют вместе. Весна сагает листами сагами, и сугробы тают под нее ногами. Черными Проталинки. на полях видны. Верно, очень. Верно, очень теплые ноги у весны. Все, у меня появилась сила. Егор и Влада все свободное время проводят вместе и очень нуждаются в семье и любящих родителях.